Добрый день, 15 часов в Бишкеке, как вы смотрите, с вами в прямом эфире. Меня зовут Юлия Юсупова, я журналист, и, как всегда, мы проводим интервью в прямом эфире. И в гостях у нас сегодня очень интересный, талантливый, я не побоюсь этого слова, человек. Это Байнур, он визажист, стилист. Я думаю, еще можно назвать уже тиктокером с миллионным количеством просмотров. Я думаю, уже можно смело себя так называть. Спасибо большое за то, что вы нас посетили. Самый главный и, я думаю, всех интересующий вопрос – кто не совсем следил за шоу, в котором вы принимали участие, чем все закончилось? Я попал в финал в шоу, но, к сожалению, я первое место не занял. Это была ваша недоработка, ваша вина или опять жюри, там что-то такое было, не присудили вам победу? Думаю, решение жюри было максимально справедливым. И там смотрели, очень серьезно рассуждали по таланту, по опыту тоже смотрели, и по профессиональным данным тоже. Возможно, я в некоторых моментах действительно уступаю Кэти. Я хотела к вам обратиться, вы можете задавать вопросы в прямом эфире, у нас в комментариях закреплена тема, пожалуйста, если вас что-то интересует о жизни Байнура, то вы можете спрашивать. Байнур, давайте начнем с самого начала тогда. Как началась ваша история к пути к визажу, к стилистике и вообще к сфере бьюти, да? То есть это огромная индустрия, в которой вы уже нашли свою маленькую нишу, которая, я думаю, все-таки будет расширяться. Да, расширяться будет, безусловно. К ней я пришел, думаю, с рождения, с самого детства. Но уже в более подростковом, осознанном возрасте осознал, что это прям мое. Однако эти границы нашего менталитета мне не позволяли до конца выйти за рамки, но потом, после одного случая в моей жизни, я уже понял, что эти рамки уже пора бы ломать и выходить за них. То есть Россия, Москва стала как раз тем местом, где вы можете себя реализовать полноценно. Насколько я понимаю, вы уже туда перебрались. Да, я переехал в Москву полностью, начал там жизнь по новой, скажем так. Да, там гораздо свободнее, там люди гораздо, с более современными взглядами. Там очень много таких же, как я, которые уже давно вышли за эти рамки, скажем так, менталитета, традиций и придержанных каких-то стереотипов, да, скажем так. Люди открытые. Насколько это мешало вам, то есть здесь? То есть у нас также есть большой спрос на красоту, на макияж, да, и вы не могли себя найти здесь, то есть у вас не было клиенток, да, то есть вы не могли найти работу себе по специализации, ведь вы прошли все-таки обучение, да, то есть базовые знания вы получили именно в Бишкеке. Да. То есть чего вам здесь не хватало? У меня здесь было практически все. Практически все. У меня была своя клиентура, у меня были ученицы, у меня был стабильный доход, когда я проживал в Бишкеке. Но у меня не было самого главного, у меня не было свободы. Я не мог, внутренней свободы. И здесь даже если когда ты двигаешься по данному направлению, именно в Кыргызстане, здесь даже если ты прям супер-пупер талантливый, у тебя все есть, тебя по-любому туда, куда ты хочешь, не подпустят. На тот самый пьедестал ты не заберешься, потому что, извини меня, ты парень, который красится. У нас, к сожалению, так. Это, то есть, четкая планка, которую вы не могли перепрыгнуть? Да, которую ты не можешь, просто не можешь себе этого сделать, не дают люди, которые там сидят уже. То есть, наверняка вы сталкивались с хейтом в социальных сетях, при личных встречах, да, то есть, возможно, были угрозы физического насилия. Как вы умеете справляться с этим? То есть, есть ли у вас какие-то секреты или принцип действия в отношении подобных людей? Никаких особых прям таких скрытных действий у меня нет, просто стараюсь пропускать мимо ушей, скажем так, стараюсь не читать, не особо внимания не обращать, как я уже говорил, могу только посочувствовать. Это тяжело? Сначала да. Когда я только этим начал заниматься, выпустил свой первый видеоролик, где я накрасился, и на меня обрушился весь этот хейт, мне было очень тяжело. Я очень тяжело это переносил, все эти слова, но потом понял, что это просто пустые слова. И когда это понимаешь, естественно, гораздо легче. Как семья относится к тому, что у вас достаточно необычная профессия для Кыргызстана? То есть, если для Москвы это совершенно нормально, то для нас это по-прежнему ново и даже где-то дико, да? Вот, во всяком случае, у меня такое мнение.
Ну, мне очень нравится то, что вы делаете. Я вчера просто засмотрелась в ваши соцсети, честно говоря, я честно признаюсь. Как семья к этому отнеслась? Семья относится уже очень хорошо, они меня поддерживают, все члены моей семьи меня поддерживают. А что касаемо родственников, я скажу так, они разделились на два подразделения. Первые, кто поддерживает, вторые, кто придерживается более нейтрального характера, скажем так. Вы сам из Бишкека? Я из Бишкека. То есть вам в этом плане было проще? То есть это не пробивка через регионы, да, какая-то была, где там Нет, ситуация нет, еще нет, нет. тяжелее? Нет. Давайте тогда вернемся к вашим, непосредственно к вашей работе. Какую косметику вы используете? Какие направления в макияже, в стиле вы любите, предпочитаете? Потому что, смотря на ваши работы, то есть можно определить, что вам нравится что-то определенное. То есть я в некоторых моментах вас сравниваю с таким направлением шоу-бизнеса, как drag queen. Это очень классно, как бы очень специфическое. Не все понимают, не все любят, но если ты, во всяком случае, мне это очень нравится. Если влюбляешься, то навсегда. То есть у вас какое направление? Я в основном очень люблю делать яркие макияжи, но, конечно, это делается в целях, таких целях, чтобы показать свой профессионализм, чтобы показать то, что ты умеешь. Есть визажисты, которые делают только нюд, например, да, и у них это очень профессионально получается. Естественно, на клиентах я больше делаю так, чтобы подчеркнуть их красоту. А уже на моделях я отрываюсь по полной. Так, поступает несколько вопросов. Вопрос от Азии 2000. Байнур, ты в Бишкеке или в Москве? Сейчас я в Бишкеке в данный момент. Сколько вы уже лет работаете визажистом? Я визажистом работаю уже 5 лет. 5 лет. За это время добились, вот многие осуждают, но он добился большего, чем вы. То есть тут слова поддержки поступают. Вот у меня такой чисто девчачий вопрос. Сколько у вас времени занимает нанести макияж на себя? На себя, на этот макияж у меня сегодня ушло где-то 50 минут, час, я так скажу. То есть вам надо будет рано вставать, чтобы вот это накраситься и все успеть, да? Да. Насколько это тяжело каждый день? Если ты любишь, то это вообще не тяжело. Если ты получаешь удовольствие, а я от каждой прорисовки получаю удовольствие. Давайте вернемся к истории с шоу, с участием в вашем шоу «Нравится». Когда она сюда приезжала, это было просто похоже на умопомешательство. В Азиамоле было огромное столпотворение людей. Я никогда не думала, что человек из сферы бьюти, да, так интересует наших кыргызстанцев. Это было очень приятно. Какое у вас впечатление оставила эта вот потрясающая женщина? Она очень, несмотря на то, что она столько вот добилась и настолько популярна, не только у себя, она очень, как сказать, простая, она очень человечная и очень открытая. Вот самое подходящее для нее слово, она очень открытая и очень позитивная, всегда старается быть позитивной. Слова поддержки от нее услышать, мощную мотивацию, это, я скажу, дело стало обычным для нас. Чему вы у нее лично научились? Я научился у нее, я, конечно же, и так верил в себя, никогда не сдавался, эти правила были для меня присущи, но после нее я понял это однозначно для себя. То есть для вас это такой определенный идеал, уровень, да, уровень, это да? идеал, да, это такой уровень, к которому я стремлюсь. Ее, не только ее профессионализм, как она делает макияж, а еще как она себя ведет, ее характер и поведение. Мы с вами до начала эфира говорили о том, что в Бишкеке, в Кыргызстане, к сожалению, очень не есть хорошо обстоят дела с косметикой. А вот вы как эксперт, как профессионал, можете ли дать совет девушкам, какая базовая косметичка должна быть у девушки? То есть, хорошо, давайте разделим 20 лет, 30 лет, 40 и 50. Что в каждой косметичке должно быть? Так, начнем, наверное, с самых молодых, да, 20 лет. У девочек обязательно должна быть нюдовая помада.
на повседневку. Обязательно должна быть более яркая помада, но, думаю, не красная, но что-то ближе к этому. Например, малиновая, да, более яркая, либо же блеск, потому что красный, он им уже такой возраст придаст сильный. Вот. Дальше, следующее, обязательно должны быть реснички. Если это вечерний макияж, обязательно должна быть тоналка подходящая, увлажняющая, не сильный контуринг, ну и, думаю, румяна для свежести. Тени, тушь, это... нет, если есть ресницы, то нет туши, да? То есть это... Или все-таки... Ресницы имеется в виду и тушь, и накладные ресницы тоже без разницы. Главное, насколько важна при использовании декоративной косметики уходовая? То есть что перед этим надо тоже наносить? То есть что должно быть в косметичке какой-то? Да, праймер обязательно должен быть, праймер под тональную основу, потому что я в основном использую именно декоративный праймер. Я уход с декоративкой особо не смешиваю, не очень люблю это дело, но иногда приходится, потому что приходит девочка с довольно сухой кожей. 30-летние, что должны иметь в своей косметике? Дальше, 30-летние, тоналку более легкую, более высветляющую, я бы сказал. Дальше можно иметь консилер, чтобы закрыть синячки, мешки под глазами. Обязательно должна быть уже красная помада для вечера, если вдруг планы поменяются. Обязательно должен быть хайлайтер и опять-таки контуринг. 40-летние дамы? Легкий тональный крем. То есть, очень я легкий. так понимаю, тенденция, чем ты старше, тем тональный крем должен быть легче. Легче, да. Легкий тональный крем. Если есть мимические морщинки, уже никакого консилера. Если нет, то нужен консилер, потому что у нас опять-таки мешки под глазами, синички под глазами. Это, я так понимаю, такие уже мамочки. Дальше. Да, бессонные ночи дают о себе знать уже. Да. Опять-таки контуринг, румяна, свежесть. 50-летние девушки? 50-летние и уже дальше у них, я им уже посоветую какой-нибудь BB-крем, либо CC-крем, более такой легкий, обязательно румяна свежие. Хайлайтер на места мимических морщин не наносим, никакого консилера. Консилер, если даже носить, опять-таки очень легкий. Опять-таки контуринг и обязательно нужна помада нюдовая. К сожалению, не у всех есть достаточно большой бюджет для того, чтобы собрать такую хорошую базовую косметику, которой можно полноценно пользоваться, и вот чтобы кожа была довольна. Какую сумму, на ваш взгляд, необходимо тратить ежемесячно на свою вот эту красоту визуальную? Честно скажу, я, так как визажист, у меня с этим немножечко сбили счеты, потому что я трачу на красоту не только свою, но еще и на красоту чужую, скажем так. Да, и я трачу на это бешеные деньги, честно скажу. За свою первую косметичку у меня ушло где-то 70 с чем-то тысяч сом. Боже, серьезно? Да, это не считая курс. На базовый курс я, по-моему, обучился еще до 30 тысяч. Вот. В общем, 100 тысяч у меня ушло на то, чтобы стать визажистом, скажем так. В общем. И уже дальше. Но это от каждого, от человека самого зависит. То есть можно базовую косметичку приобрести и за 20 тысяч. Понимаете, бюджетно очень хороший, если подобрать. Дело в том, что я тогда ничем не разбирался, покупал все самое дорогое, думал, что это качественное. Оказывается, это не так. Среди бюджетной косметики есть очень хорошая продукция, которая гораздо превосходит люксовую. И главное найти, главное искать, и главное слишком много на первый раз тоже не покупать. Потом сам будешь путаться, что-то останется также новым и так и неиспользованным. На что следует при покупке косметики обращать внимание? То есть на ее состав, что в нее входит. Ну, то есть такая важная вещь, допустим, как тональный крем. Вот, это моя беда, как бы, который год я ищу, вот каждый раз я читаю, что вот это должно мне подойти, а вот это мне не подходит. Кушоны, CC-кремы и так далее, и так далее, и так далее. То есть и каждый ищет, на что необходимо. Первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, на оригинальность продукции. Обязательно никакой реплики. Бог знает, что люди мешают в эту реплику, поэтому никакой подделки быть не должно. Второе, обязательно обращайте внимание на текстуру. То есть это увлажняющая вещь, это вещь матирующая или забивающая поры. И то, что вам подходит, то и берете. Тогда у меня еще такой вопрос. Помимо того, что вы рассказываете в Инстаграме о себе, у вас есть замечательный ТикТок. Как вы к нему пришли? То есть это для вас тенденция времени, что надо и быть представленным на этой площадке, или это просто вы
вы сходите с ума, вот весь свой турняк туда скидываете. Как вы воспринимаете эту площадку? Потому что есть у вас миллионные просмотры. Расскажите, какой у вас там ник, чтобы также подписался. Байнор Бьюти, Байнор Да. нижний, слэш Бьюти. Переходим на мой ТикТок. В ТикТок я пришел просто так, то есть это мои друзья начали снимать, я решил попробовать, мне понравилось, меня затянуло. Это такое тоже, знаете, некий такой мир своеобразный, там другие люди Инстаграма и ТикТока, они абсолютно разные. Вот, там сидит более такая современная молодежь, я бы сказал, да, и там такие, можно услышать очень классные слова поддержки, очень классные идеи можно посмотреть, так что ТикТок тоже очень классная вселенная, я бы сказал. Но там у меня контент более, я бы сказал, для молодежи, чем в Инстаграме. То есть Инстаграм у вас такой народно-просветительский. Рабочий, скажем так, это да. ваша прям серьезная рабочая площадка. Да, можно так сказать. Что вы стараетесь там публиковать? Полезные советы, а также свои работы. То есть я не просто визажист, я еще ассоциирую себя как визажист-бьюти-блогер, поэтому именно в статусе бьюти-блогер мне нужно еще делиться какими-то полезными советами. Например, мое последнее видео про кушон, да, то, что я просто наткнулся на обычный кушон на Wildberries, и он оказался очень крутым, я решил этим поделиться. То есть просто так. То есть вы себе его заказали? Я заказал, да, просто чтобы потестить. Потестил, он мне понравился, я поделился очень классной бюджетной продукцией своей аудиторией. То есть, наверное, люди поэтому и подписаны на бьюти-блогеров, потому что они делятся очень классными идеями и продукциями, где можно их найти. А какое направление, я понимаю, что вы очень деятельная натура, какое направление вы сейчас хотите еще дальше развивать? То есть, может быть, вы пойдете совершенно другим путем? Есть какая-то задумка? Нет, может быть, уже сделаем ставку на одежду? Нет, совершенно другим путем я идти не буду, но, возможно, немного сменил свое направление, может быть, возможно, я уже точно, опять-таки, еще не решил. Вот, пока что визажист, бьюти-блогер, скажем так. О своих дальнейших планах я рассказать не хочу. Хорошо, нам не расскажете, расскажете обязательно в своих соцсетях. У меня тогда еще к вам такой вопрос. Вы сейчас набираете себе учеников. Насколько к вам охотно идут в Бишкеке, я так понимаю, да. У вас есть группа, и есть в Москве. Да. Насколько отличаются ученики в Бишкеке и в столице России, и где вам проще и легче общаться с людьми? И там есть люди, с которыми мне гораздо проще общаться, и также есть люди, с которыми мне тяжело общаться. Вот. Но единственное отличие, по-любому, у нас здесь в Бишкеке у девочек есть опять-таки какие-то рамки, которые им могут помешать прийти ко мне, допустим, элементарно на обучение. Да? Рамки бюджетные, рамки свои какие-то семейные. Да? А у москвичей, например, особо такого не встречается. То есть они такие: я хочу, я пойду. То есть неважно, да, как. А здесь не так. Я хочу, а могу ли я пойти? То есть тут как-то вот так вот все идет. Но скажу честно, очень такой классный был момент для меня, когда я объявил в Инстаграме, что я прилетаю в Бишкек. Буквально за 3 часа у меня половины мест на обучение не осталось. Это очень приятная новость. Это приятная новость для меня. Да, и это еще при том, что я не объявлял набор на обучение. Я просто сказал, что я прилетаю. Но у меня была уже составлена программа обучения, и то есть люди знали, что я прилечу с обучением, вот, и уже начали записываться. А потом же на следующий день я объявил, что у меня открыт набор на базовый курс. Кстати, хочу сделать объявление. Буквально сегодня утром у меня освободилось место на вечернюю смену, поэтому для кого-то выпал шанс. Я вот только хотел об этом объявить в сторис. Замечательно. Объявим через нас. Да, так что у кого-то появился шанс, видимо, кому-то все-таки суждено стать визажистом. Как долго длится курс и что вы изначально, там вы говорите, что это базовый курс, девушки, возможно, парни, да, что будут там учиться делать? Наносить правильный макияж, работать с лицом, то есть работать с маком, все, что вы сейчас сказали, они будут учиться делать это все. И у меня такой базовый курс, я создал такую программу, составил, что такого обучения реально нет нигде в Кыргызстане. Я знаю, как обучают в Бишкеке визажисты, я знаю, какая у кого программа обучения. Прекрасно я это знаю. Вот. И так не обучает никто.
все. Я сюда вложил свой опыт, то, что реально нужно девочкам. Я сюда вложил опыт других визажистов, с которыми я знаком, реально нужные моменты. И я вложил все знания, которые я получил от Гуар. Есть еще целый мир, где вас не знают. То есть с кем бы вы хотели поработать? То есть есть ли мечта поработать в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне? Есть ли какие-то лица, визажисты, с кем бы вы хотели, у кого бы вы хотели поучиться? Есть ли какие-то, возможно, модели, да, с кем вам бы хотелось поработать, у кого очень интересное лицо и кого бы вы хотели вот в свой бьюти-каталог, да, в портфолио вложить? Это моя работа. Конечно же, если говорить о бьюти-блогерах и визажистах, с кем я хочу познакомиться, то, конечно же, больше уже идет Европа, Джеймс Чарльз, Джеффри Стар, там, Патрик Стар. Конечно, с этими людьми мечтает познакомиться каждый визажист и бьюти-блогер, я думаю, вот, в том числе и я. Если говорить уже о моделях и голливудских звездах, то, конечно же, это в первую очередь семейство Ким Кардашьян, семейство Кардашьян, скажем так. Вот. Почему именно они? Потому что они самые популярные. Только по этой причине? Нет, не только популярность. Они держат, знаете, такой уже не один год, они держат самый высокий уровень в бьюти-индустрии. То есть, по мейкапу. Именно это те люди, которые создают тренд, которые создают что-то новое, и они делают моду. То, что делают они, сразу становится трендом, сразу становится модой, за ними повторяют, и у них многому учатся. То есть вы на них подписаны? Я на них всех подписан. Ким Кардашьян и остальных? На всех. То есть, ну, скажу, у меня мое мнение немножко, я, возможно, снобистски к ним отношусь, то есть я считаю их просто массовым популярным продуктом и не более того. То есть я рассматриваю с точки зрения человеческой, моральных, и мне это не совсем импонирует, видите, то есть на одну и ту же, как бы, предмет у нас совершенно разные точки зрения. Да, но смотрите, если уже говорить о том, кого бы я с удовольствием выложил бы в Инстаграм, это моя работа, то это они. Если говорить о том, у кого мне есть чему поучиться и что бы я хотел от них перенять, это, конечно же, уже те люди, которых я перечислил: Джеффри Стар, Джеймс Чарльз, Патрик Стар, очень много таких. Вы сказали о том, что вы стараетесь сделать яркий, броский макияж, это ваша специфика, но вашими услугами пользуются обычные люди. Какие чаще всего виды макияжа они у вас просят? Нюд. Нет? Нюд. Нюд. Классический нюд. Угу. Нюд и естественный макияж. Это... Как? Нет, свадебный получается. Нет, свадебный это другое, это совсем другое. Давайте, рассказывайте. Нюд это другое, свадебный это совсем другое. Во-первых, отличие от свадебного макияжа идет в материалах, скажем так, да. И техника там тоже немножечко другая, потому что важно, чтобы свадебный макияж был стойким, продержался весь день. На всю свадьбу, скажем так, да? Да, тут у нас читатели задают вопросы в прямом эфире, они пытаются узнать, сколько вам лет. Мне 20 лет. 20 лет. То есть вы с 15 лет занимаетесь этим, да. И уже к 20 годам столько всего достигли. Байнур, я знаю, что у вас есть очень тяжелая история в жизни, которая произошла несколько лет назад. Вы помните все, что в январе 2017 года у нас случилась большая трагедия, у нас упал самолет. Дача Су, где погибли сотни человек. Байнур был там как раз в ту ночь, и эта трагедия коснулась и его семьи. Можно рассказать подробнее вашу историю, которая меня лично очень глубоко поразила, о том, как вы лежали холодно на снегу несколько часов, да, о вас забыли. Это на вас повлияло? Да, это на меня очень сильно повлияло. Как я уже говорил, до этой истории я как-то пытался выйти за рамки менталитета, занимался визажем, все дела, но бьюти-блог вести, опять-таки моя мечта, вот это оказалось мне очень далеко. Вот, и я решил чем-то отвлечься и пошел учиться на повара, скажем так, да. Но как только начал, так и закончил, потому что случилась эта история, и я понял, что поварское это вообще, я не хочу этим заниматься, это было просто как второе, да. Не, я научился, конечно, я вкусно готовлю, кстати, вот, но все-таки понял, что мое это визаж, и я дальше буду этим идти уже более усиленно, да, начал ходить на повышение квалификации, повышался и начал уже после этой катастрофы красить себя прям активно и продвигать свое имя. Что было, вот я хотела, чтобы именно вы рассказали, когда случилась трагедия, самолет, который упал, дом ваших родственников стал последним, да, который зацепил этот самолет. Да.
Вы остались живы. Ваш братишка, к сожалению, Братишка, сестренка, брат. Которых вы не взяли с собой в кровать Да. ночью. А вы долго себя за это корили? Да, можно сказать, грызу себя до сих пор. Потому что, возможно, я бы изменил бы... Чью-то жизнь. Да, чью-то жизнь. Или сохранил бы, наверное, будет правильно сказать. Вы могли остаться без ног, вы могли стать инвалидом. Да. То есть я объясню ситуацию, когда начались спасательные операции. Байнура вытащили на снег, и так как он был живой, начали искать остальных всех, и про него просто забыли. Голоса не было, да, насколько я понимаю? Позвать кого-то, сил не было. Не то, что сил, я просто замерз там, я окоченел, да. У меня были порваны связки в районе, у меня была травма позвоночника и порваны связки везде, по ногам, по голени, меня придавило просто, да, все на меня упало, крыша, очень вкусная грязь с крыши я попробовал, но меня таки оставили на снегу и просто забыли. Вы знаете, передо мной было огромное дерево. Меня прямо возле этого дерева и оставили. То есть я не знаю, почему меня туда отнесли, подумали, что безопаснее будет за деревом, но именно благодаря этому дереву меня никто и не увидел. Скорая, спасатели, пожарные, все проехали передо мной, меня никто не заметил. Тогда был еще снег, адский холод. Снег был, кстати, да, снег выпал прям нереальный тогда, да, накануне прям снег выпал, и я просто лежал на снегу, я был в трусах и в майке, просто без ничего. Это, думаю, что у каждого сильного человека должна быть такая история, и которая там, помогает двигаться дальше. Когда вот замерзаешь, когда ноги твои окоченели, почему-то ты боли особо не чувствуешь. И я там начал то ли засыпать, то ли терять сознание, не знаю, пока меня вот не нашли. Кто вас спас? Там меня увидел какой-то мужчина, я его уже не помню, прокричал, позвал других и, собственно, меня отвезли и положили в скорую помощь. В скорой помощи я, кстати, был рядом с мужчиной, который получил сильный ожог, самый сильный ожог, и он потом скончался, к сожалению. Сколько вы провели в больнице? В больнице я провел где-то месяц. Месяц я тупо пролежал, это, скажу я, ужасно. Когда ты лежишь и даже элементарно голову помыть не можешь. Да что там голову помыть, да, ты просто тупо лежишь, да, ты не можешь в уборную сходить, настолько ужасно. И просто лежишь целыми днями, приходят, кормят и все такое. Было очень много у меня времени на раздумья, и, естественно, уже из больницы я вышел, думаю, другим человеком. То есть это стало именно той отправной точкой, с которой началось ваше восхождение к Олимпу? Да. Ваше восхождение к Олимпу продолжается и сейчас. Что вы запланировали помимо курсов и помимо основной работы для себя? Есть ли у вас какая-то мечта? Купить дом там, возле моря с замечательным бассейном, где будут тусоваться друзья? Или, возможно, это приобретение какой-то офигенной тачки? Смотрите. Какие есть четкие планы на жизнь? Приобретение тачки, купить дом, квартиру – это для меня уже цели определенные в моей жизни, в определенное время, которые у меня стоят. Я такой человек, я не привык свои цели разглашать. Скажем так, помимо обучения мастер-класса, у меня здесь тоже другие цели тоже есть, планы есть. Могу так сказать. Очень интересные, не только для меня. Я очень буду рада о вас услышать. Я подписана на одного парикмахера из США, который начал выпускать свою косметику для волос. Краски и прочее. Есть ли у вас задумка выпускать свою косметику? То есть в соответствии, как у семейства Кардашьян, которые заработали на этом миллионы, каждый может вдруг приобрести что-то от Байнура. Да, это на самом деле очень круто, но очень важно учесть очень многие моменты. Важно не просто выпустить, главное и не в каком количестве выпустить, а главное не количество, как говорится, а качество. То есть лучше выпустить один качественный продукт, чем несколько дерьмовых. Поэтому над этим нужно очень долго работать. Ясно. Есть у нас еще, наверное, несколько вопросов. Тут очень много вам пожеланий. Хейт тоже есть, конечно. Можете потом, если хотите, почитать. Нет. Нет, так нет. Я вот сейчас начну читать, ищу. Вот вопрос такой. Вы гордитесь тем, что вы делаете?
Я горжусь. Я горжусь, я дарю красоту, я дарю уверенность людям. Я внес что-то новое, скажем так, в жизнь Кыргызстана. Я внес что-то новое в Кыргызстан, это для меня круто. Так сказать, вот, не то чтобы я хочу себя нахваливать, но кто еще есть в Кыргызстане такой, кроме меня? Ну, честно. пока я вас такие, кроме вас, я... Вот, я тоже не знаю. То есть я смело могу говорить, что я первый парень бьюти-блогер из Кыргызстана. Первый парень, который ведет ТикТок в формате бьюти-блог, опять-таки из Кыргызстана, да. Думаю, первый парень, который попал на шоу «Говоритесян». Тяжело быть первым? Да, потому что народ еще не свыкся с этим до сих пор. Я не знаю, почему у нас такое мышление у народа, я не знаю, правда. Вот тут параллельно задается вопрос, мы хотя уже мы ранее это обсудили, что должно быть в косметичке каждый день, задают уже мои коллеги по редакции. Вот, Диля, задай вопрос, хорошо. Самая важная вещь в косметичке любой женщины? Помада. Неважно какая. Помада, лучше две помады. Одна должна быть нюдовая, свежая. Если ты по цветотипу холодная, то холодная. Холодный тон такой нюдовый с розовенькой. И вторая обязательно должна быть красная. Если же ваш возраст меньше 20-22 лет, меньше, то не красная, а более такая яркая опять-таки. Розовая, например, вот ярко-розовая фуксия. Очень трендовый цвет. Обязательно две помады, яркая и нюдовая. Для повседневки. Чем вы еще занимаетесь, помимо того, что вы работаете, занимаетесь визажем, стилистикой? Какой вид спорта вам интересен? Какие книги вы читаете? Вот мы выяснили, что вы пытались быть поваром, это не сложилось, но тем не менее, осталась ли у вас любовь к кулинарии? Любовь к кулинарии осталась, но времени не осталось, скажем так. То есть для вас кто-то готовит? Да, в основном готовят, либо я заказываю, но честно скажу, у меня настолько переполненный график, особенно здесь, что я не успеваю делать просто ничего. А так я очень сильно люблю играть в волейбол, уже от этого я тоже отвык, не знаю, надо заново собраться и пойти. Я очень люблю читать книги, очень люблю. Последнюю книгу вы прочитали? Последняя моя книга была «Тонкое искусство пофигизма». О, прекрасная книга. Очень классная книга, всем рекомендую. Эта книга не про то, чтобы вы станете пофигистами, да, после этого у вас поменяется отношение к вашей жизни. Опять-таки про то, что я говорил, что стоит ли вообще зацикливаться на обществе. Очень классная книга и полезная. Ясно. Спасибо большое. Я надеюсь, что количество подписчиков в Инстаграме, в ТикТоке у вас вырастет. Кстати, сегодня стукнуло 50 тысяч. О, я вчера... это хорошая цифра. Да, даже 50 200, по-моему. Я вчера заснулся с 48 тысячами, а сегодня проснулся с 50. Это круто. Это прекрасно. Я надеюсь, что вы догоните по соцсетям нас, а возможно и перегоните. Это будет прекрасно, что мы внесли свой небольшой вклад. Мы будем на это надеяться. Я напомню, что в гостях у нас был прекрасный человек Байнур, он стилист, который теперь, к сожалению, живет в Москве, но иногда приезжает сюда к нам в Кыргызстан проводить мастер-классы и курсы обучения. Спасибо большое. Если хотите задать какие-то личные вопросы, жду вас у себя в Инстаграм. Да, Байнур Бьюти. Пишите, подписывайтесь. И я еще раз благодарю вас за очень интересную беседу. Спасибо большое. Будьте счастливы, красивы. Помните, что «Кактус Медиа» любит вас. Всем пока.